Мгм. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Зовут меня Купровская Галина Борисовна. Я работаю учителем начальных классов в школе номер 12 города Сыктывкара. Сегодня мы с вами проведем вебинар по теме достижения личностных результатов начального общего образования. Поговорим об инструментах и технологиях достижения этих результатов. Благодарю всех участников за проявленный интерес к данной теме. В рамках этого вебинара мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это что такое личностные результаты начального общего образования, оценка личностных результатов начального общего образования, как она осуществляется, поговорим о методах и формах контроля, рассмотрим инструменты оценки достижения личностных результатов начального общего образования и рассмотрим личностно ориентированные технологии, применяемые на уровне начального общего образования. Отлично, люди подключаются. Всем здравствуйте, добрый день. Итак, начнем. Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование его активной жизненной позиции. Решение данной задачи очень актуально для начальной школы, поскольку данный возраст в психическом, психологическом развитии является сензитивным, то есть благоприятным периодом для воспитания и обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы и предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Что касается личностных результатов, то рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии следующие параметры. Это готовность и способность к саморазвитию, это сформированность мотивации к обучению, познанию, это ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества и сформированность основ гражданской идентичности. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три блока. Первый блок – это самоопределение, то есть формированность внутренней позиции обучающегося. Принятие и освоение новой социальной роли обучающегося, становление основ российской гражданской идентичности личности, как чувство гордости за свою родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности. Второй блок – это смыслообразование. То есть поиск и установление личного смысла, то есть значение для себя. Учение обучающимся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов. Понимание границ того, что я знаю, и того, что я не знаю, то есть его незнание. И стремление к преодолению этого разрыва. Третий блок – это морально-этическая ориентация, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости, способность к моральной децентрации, учету позиций, мотивов и интересов участников, моральные дилеммы при ее разрешении, развитие этических чувств, таких как стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки следующих пунктов. Первый пункт – это сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению. Второй пункт – это ориентация на содержательные моменты образовательного процесса, уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентация на образец поведения хорошего ученика, как пример для подражания. Третий пункт – это сформированность основ гражданской идентичности, то есть чувство гордости за свою родину, знание знаменательных событий, для исторических событий Отечества, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, развитие доверия и способности к пониманию, сопереживанию чувствам других людей.
Следующий пункт – это сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в свой успех. Следующий пункт – сформированность учебной мотивации деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность, интерес к новому содержанию, способам решения проблем, приобретению новых знаний, умений, мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей. И следующий, шестой параметр – это знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способность к решению моральных проблем на основе координации различных точек зрения, решения какой-то дилеммы, способность к оценке своих поступков и оценке действий других людей с точки зрения соблюдения или нарушения моральной нормы. Что касается методов контроля и форм контроля личностных достижений, то они следующие. К методам контроля мы относим в основном наблюдение, тестирование, проектирование и портфолио. Некоторые мы сегодня рассмотрим подробнее. Относительно форм контроля, это письменная и устная форма контроля, групповая, индивидуальная, фронтальная, неперсонифицированная, то есть анонимная. И четвертым пунктом объединяются мониторинг, зачет, защита творческих работ, конкурсы, турниры, соревнования, сдача нормативов, собеседования. В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это значит, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе, и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Предметом оценки в этом случае является не прогресс личностного развития учащихся, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. В ходе текущей оценки проводится внутренняя ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Ограниченная оценка личностных результатов проводится с целью выявления индивидуального прогресса у каждого ученика и представлена в виде систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме психологического мониторинга. Такая оценка осуществляется с согласия родителей учащихся и проводится школьным психологом в структуре психологического мониторинга уровня развития учащихся начальной школы. Система внутренней диагностики личностных универсальных учебных действий представлена в данной таблице. Мы можем увидеть, что оценка внутренней позиции учащегося в первом классе может быть оценена с помощью методики «Беседа о школе». Содержание данной методики в доступе, ее можно найти, изучить и применять. Уровень самооценки можно отслеживать с 1 по 4 класс с помощью теста Лессинга. Разумеется, ему можно найти другую альтернативу, но вот как вариант именно этот тест указан в данной табличке. Сформированность мотивации учебной деятельности в первом классе предлагают все-таки оценивать с помощью проективной методики «Я в школе», а со 2 по 4 класс можно использовать опросник мотивации Лускановой. Он также в доступе, можно с ним ознакомиться и найти ему применение в своей деятельности. Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений с 1 по 4 класс мы можем оценивать с помощью типовых задач для оценки универсальных учебных действий нравственно-этической направленности. Литература указана также в табличке. Данная презентация будет сохранена, вы можете к ней обратиться и при необходимости найти этот материал. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфеля достижений, способствующего формированию учащихся культуры мышления,
логики, умение анализировать, обобщать, систематизировать и классифицировать. Портфель достижений – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс, достижения ученика в разных областях, куда входит и учеба, и творчество, и общение, и здоровье. Также недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. Основные разделы портфолио следующие. Это показатели предметных результатов, контрольные работы, данные с таблицы результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам. Это показатели метапредметных результатов и показатели личностных результатов, прежде всего, во внеучебной деятельности. Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах. Это могут быть рисунки, грамоты, фото, выступления, листы выполненных заданий, награды и так далее. Начиная со 2 класса ученик, обученный, разумеется, учителем, проводит самооценку материалов портфеля своих достижений по качественной шкале. Нормально, хорошо, отлично, превосходно. Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время, одновременно с размещением материала, например, рисунков в портфолио, может проводиться в конце четверти, в конце учебного года, сразу все материалы или некоторые по отдельности. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические предметные работы, кроме личностных результатов. По своему опыту могу сказать, что, разумеется, дети ведут портфель достижений уже с детского сада, но мы разделяем портфели достижений детских, вот именно уровня детского сада и уровня начальной школы. И как, например, я нахожу применение данного инструмента достижения личностных результатов, мы ведем параллельно портфель достижений по каждому ученику в 2 частях. Одна часть в папочке хранится в школе, другая часть собирается учащимся дома. И в данном случае в школе мы собираем такие работы, как те же самые рисунки, анкеты, которые дети заполняют самостоятельно, например, по набору своих друзей, на данный, ну не набору друзей, а именно перечню близкого окружения, своих каких-то любимые цвета, любимые предметы и прочее, то есть личные данные, анкеты, которые заполняют вместе с родителями. Это все хранится в классе, то есть они заполняют иногда дома, но хранится в классе. Некоторые грамоты уже, фотографии, это хранится дома. И уже в конце учебного года, а иногда и в конце 4 класса мы все это совмещаем, это, разумеется, остается уже у ученика. Разумеется, данная работа очень трудоемкая и требует большого объема времени и усилий со стороны учителя, со стороны ребенка, со стороны родителя. Но при объединении всех этих сил, разумеется, на выходе как раз получается очень стоящий инструмент для выявления успехов учащегося, для выявления проблемных зон и для того, чтобы презентовать учащемуся, насколько он растет от года к году и насколько растут его успехи. Поэтому я бы поставила вот все-таки акцент на необходимости ведения портфеля достижений. Вот, потому что в данном случае на этапе уровня начальной школы мы подчеркиваем учебные моменты, мы подчеркиваем личностные характеристики. Но в дальнейшем это, конечно, приятные воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь данному ученику. Вот. Если по ранее перечисленным пунктам нет никаких у вас пока вопросов, то мы перейдем к личностно ориентированным технологиям, применяемым на уровне начального общего образования. Я уверена, что учителя, которые подключились к вебинару и которые будут смотреть его в записи, проводят очень интересные уроки, включают в свои уроки данные технологии и многие другие. Я искренне уверена, что вы знакомы со всеми этими технологиями. Вероятно, что-то будет для вас новым, но по своему опыту могу сказать, что часто мы строим уроки, включая те технологии, которые легче организуются или к которым мы больше привыкли. А некоторые технологии нами все-таки забываются. Поэтому я думаю, что сейчас, вероятно, кто-то вспомнит технологию, о которой забыл, кто-то, может, что-то все-таки новенькое узнает.
Ну и в любом случае, если все это будет вам знакомо, то это будет хорошая возможность убедиться в том, как отлично мы работаем и как разнообразна наша педагогическая деятельность. Итак, переходим с вами к технологиям. Современные технологии, используемые для обучения, реализуют личностно ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию, дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности, склонностей. И на уровне начального образования используются вот перечисленные технологии. Мы о каждой поговорим немножко. Первая технология в данном списке – это информационно-коммуникационная технология. Она, конечно, позволяет расширить рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствует интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В настоящее время нашла, конечно, свое широкое применение в педагогической деятельности учителей разных школ. Что касается технологии развития критического мышления, мы сразу проговорим, что такое критическое мышление. Это тот тип мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но может быть при этом открытым новым идеям и методам. Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов. В основе технологии критического мышления лежит базовая модель, состоящая из 3 фаз. Первая фаза – это стадия вызова, вторая фаза – это стадия осмысления, и третья фаза – это рефлексия. Основные методические приемы развития критического мышления включают в себя различные приемы, формы, такие как, например, прием кластер, позволяющий структурировать, как раз работать с информацией. Это таблицы, это учебный мозговой штурм, это интеллектуальные разминки, прием корзины идей, метод контрольных вопросов, прием «знаю», «хочу узнать», «узнал», ролевые проекты, прием «да», «нет», прием чтения с остановками, причем это касается не только уроков литературного чтения, это может быть и чтение задачи на уроке математики с остановкой, да, и обсуждение, где условия, где вопрос, и прием взаимоопрос. То есть вот данные перечисленные методические приемы позволяют данную технологию реализовать по-новому на каждом из уроков. Если с данной технологией вопросов не возникает, то мы переходим к технологии проблемного обучения. Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Технология проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути ее решения. Изначально строится гипотеза, потом обсуждаются способы проверки ее истинности, и далее аргументируются, проводятся эксперименты, наблюдения, анализ результатов, рассуждений, доказательств. По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение осуществляется в 3 формах. Это проблемное изложение, это частично поисковая деятельность и самостоятельная исследовательская деятельность. Следующая технология – это проектная технология. Мы с вами знаем, что активно используется проектная технология в старших классах. И, разумеется, большая удача, если дети, приходя в среднее звено, уже знакомы с проектной технологией, с алгоритмом ее проведения. И мы, конечно, начинаем детей в начальных классах с этой технологией знакомить. Проектная технология обеспечивает личностно ориентированное обучение. Это способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Типология проектов может быть разнообразна. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Дети к проектной работе очень относятся положительно. Единственное, что, конечно, в начальной школе без сопровождения учителя проект
реализовать невозможно. Где-то и без участия родителей проект реализовать очень сложно, потому что в начальном звене дети, конечно, не в полном объеме, особенно что касается 1-2 класса, могут сами найти необходимую информацию. Здесь нужно им, разумеется, помогать. Но если мы в начальном звене уже познакомили детей со всеми шагами проектной деятельности, тогда на уровне среднего звена дети с удовольствием берутся за эту работу. И, конечно, в таком формате работая, дети не только узнают что-то, они еще и развивают свой речевой аппарат, проявляют свое творчество, умение выступать перед публикой, защищать свою точку зрения, сравнивать свои результаты с другими. Это, конечно, очень трудоемкая технология, но дающая большие плоды в педагогической деятельности и в личностном развитии учащихся. Следующая технология – здоровье-сберегающая. В условиях современной природной и социально-экономической ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер, и задача сегодня научить ребенка различным приемам и методам сохранения и укрепления своего здоровья. Здоровье-сберегающие технологии – это совокупность форм и приемов организации учебного процесса без ущерба для здоровья педагога и ребенка. Да? Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессе позволяет снизить утомляемость, улучшает эмоциональный настрой, повышает работоспособность школьников. Это, в свою очередь, способствует сохранению и укреплению здоровья. Разумеется, мы все учитываем эту технологию в своей педагогической деятельности, и здесь важно не только применять определенные здоровьесберегающие приемы, методы, но и пояснять ребенку, как важно это соблюдать. То есть здесь касается все разных мелочей. Это от этапов соблюдения урока, да, что на начальном этапе мы должны их замотивировать. И мы должны понимать, что ребенок знает, зачем этот урок проходит, зачем ему это знание нужно, зачем он сейчас его добывает. До, конечно, физминуток, до посадки при письме. И все это закладывается в начальной школе. То есть начальная школа в данном случае, она является стартом для последующей здоровой жизни ребенка и человека взрослого. То есть насколько он привыкнет к этой форме работы, насколько он привыкнет правильно сидеть, правильно писать, насколько часто меняется деятельность активная на менее активную, групповая, индивидуальная, переключение, формы переключения. Вот. Это все очень важно учитывать, и к этому ребенок, конечно, привыкает с начальной школы, и от этого зависит его учебный успех, его личный прогресс, от того, насколько он себя хорошо чувствует в целом, хорошо чувствует на уроке, насколько комфортно ему, насколько благоприятная обстановка. Вот все это в себя включает здоровье-сберегающие технологии, она очень обширная, но я думаю, что все учителя еще на уровне образовательных учреждений, когда сами учились, об этом в первую очередь узнавали. Потому что, конечно, преподавая, важно не нарушать психологическое, физическое здоровье ребенка. Ну и мы переходим к игровой технологии. Мы с вами знаем, что в детском саду у учащихся ведущий вид деятельности – это игра. И именно в игре ребенок знакомится с окружающим миром, знакомится с обществом и со всем, что его окружает. И когда ребенок приходит в 1 класс, для него ведущим видом деятельности должна быть учебная. Но мы с вами знаем, что ребенок по-прежнему еще очень любит играть. И здесь, конечно, применяя игровые технологии, учитель должен в целом оценить, какой класс к нему пришел. Бывает класс 6-леток, и мы должны понимать, что для них еще не так сформирована учебная деятельность, как игровая. Они все еще очень хотят играть. Бывает, что класс набирается из деток постарше, и они больше нацелены на именно принятие информации. Им хочется именно вот все по-серьезному, чтобы было, чтобы меньше игр. Однако дети не перестают любить играть. Но здесь мы должны понимать, что игра в детском саду и игра на уроке – это совершенно разные игры. У них разная цель. Вот об этом мы сейчас немножко поговорим. Понятие игровые педагогические технологии включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.
которые, в свою очередь, обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. То есть цель у нас не только поиграть, не только выиграть где-то, а цель что-то новое для себя открыть. Игровая форма занятий создается на внеурочных учебных занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной именно деятельности. То есть мы все равно детей плавно переключаем на учебную деятельность. Многие дидактические игры построены на необходимости обнаружить ту или иную закономерность, на способности выдвигать гипотезы, на соревновании в знаниях. Это все, конечно, подстегивает ребят и пробуждает учебную мотивацию. Но включая в процесс обучения детей игры и игровые моменты, учитель всегда должен помнить об их цели и назначении. Нельзя забывать, что за игрой стоит урок, это знакомство с новым материалом, его закрепление, повторение, и это работа с учебником и тетрадью. Да, то есть это держит в голове учитель, ученик, ничего не подозревая, он вроде бы играет, но в то же время узнает для себя новое. И мы переходим к следующей технологии. Это технология модульного обучения. Сущностью данной технологии состоит в том, что учащиеся с большей или меньшей степенью самостоятельности могут работать с предложенной им индивидуальной программой, содержащей в себе какой-то план действий, банк информации, методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Но мы должны знать, что в 1-2 классе модульные технологии в чистом виде применять нельзя, так как дети еще не владеют приемами самообучения, но можно применять адаптированный к данному возрасту вариант к данному возрасту этой технологии, то есть немного упрощенный вариант. А уже в 3-4 классах, когда у учащихся сформированы умения работать самостоятельно по заданному учителем алгоритму, можно использовать модульную технологию на уроках закрепления пройденного материала или на уроках открытия нового материала. Что касается технологий педагогических мастерских, это следующая технология. Цель этой педагогической технологии не прямая передача информации. Вообще цель многих данных технологий – это как раз-таки дача информации в неявном виде, через поиск, через проблему. Так вот, что касается этой технологии педагогических мастерских, то здесь предполагается совместный поиск знаний, предоставление обучающимся средств, позволяющих им личностно саморазвиваться, осознавать самих себя и свое место в этом мире, понимать других людей, заниматься самостроительством своих знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации и самостоятельное решение творческих задач. Эта технология чем-то напоминает урок в форме игры, дискуссионного спектакля. Однако у этой технологии есть свой алгоритм, с которым мы сейчас познакомимся. Первый этап – это индукция. Создание эмоционального настроя, включение чувств ученика, создание личностного отношения к предмету обсуждения. Учитель на этом этапе предлагает детям записать ассоциации, вопросы, рисунки по определенной теме, явлению, понятию, событию, ситуации. Важно предложить такое задание, чтобы включить ученика в работу на уровне его знаний и умений. Второй этап – это самоконструкция, то есть индивидуальное создание гипотезы, решение текста, рисунка, проекта. Учитель расширяет сферу актуализации знаний на индивидуальном уровне и просит записать все, что дети знают о познавательном объекте, либо непосредственно дается задание по определению признаков того или иного понятия, проблемы и так далее. Третий этап – это социоконструкция, когда работа учащихся проводится в паре по построению определенных ранее элементов. Учитель организует эту работу, просит поменяться тетрадями, обсудить, что получилось, подумать вместе над заданием. То есть уже дети работают в парочке. Четвертый этап – социализация, то есть выступление ученика уже в группе. Сопоставление, сверка, оценивание, коррекция полученных ранее результатов. Учитель организует работу в группах, просит поделиться, обсудить результаты, прийти к общему мнению. То есть изначально сам ребенок, потом в паре, потом в группе. И на 5-м этапе это уже афиширование, предъявление коллективных работ
учеников, также текстов, рисунков, схем, проектов в классе, ознакомление с результатами групповой работы. Учитель организует обсуждение полученных в ходе групповой работы результатов, дает необходимые пояснения по ходу представления группами результатов выполненных заданий. То есть обратная связь со стороны учителя обязательно должна быть. Шестой этап – это разрыв. То есть это внутреннее осознание участниками мастерской неполноты или несоответствие своего прежнего знания новому знанию. Ну и седьмой этап – это, конечно, рефлексия, то есть проговаривание того, какими были их знания до этого урока, и что новым для них было, что они чувствовали в ходе этой работы, какова была деятельность в группе, как это все происходило, чтобы они положительно отметили, как бы они доработали эту деятельность. Мы должны, конечно, понимать, что рефлексия – это важный завершающий момент вообще любого урока, и данной технологии в том числе. Следующая технология – это кейс-технология. Цель применения данной технологии – не передача учащимся знаний в готовом виде, самостоятельно их добывание в ходе дискуссии. Дискуссия провоцируется описанием конкретного события, ситуации, произошедшей в реальной жизни, и в ходе дискуссии и решения проблемы дети приобретают необходимый багаж знаний, которым в дальнейшем они смогут воспользоваться. Следующая технология – это интегрированное обучение. Это не только взаимосвязь разных предметов на каком-то из уроков, либо объединение нескольких дисциплин для изучения и углубления знаний по одной или какой-то другой теме, но это еще и интегрирование разных форм, технологий, методов обучения предмета или урока. То есть мы можем объединить разные предметы, а можем так построить урок, чтобы в него были включены разные формы, методы, технологии. Это тоже будет относиться к интегрированному обучению. Следующая технология – это технология сотрудничества, то есть коллективный способ обучения в парах, в группах, который развивает навыки мыслительной деятельности, включает в работу, повышает ответственность за результат коллективной работы, позволяет актуализировать полученный опыт и знания, работая в индивидуальном темпе. Ну, конечно, развивает еще и коммуникативные навыки сотрудничества, взаимодействия друг с другом, навыки совместного поиска проблемы. Следующая технология – это технология личностно-ориентированного обучения. В рамках этой технологии, этого подхода выделяют множество подтехнологий, среди которых самым распространенным и эффективными являются технологии педагогической поддержки ребенка, технология сотрудничества, о которой мы раньше говорили только что, технология гуманно-личностная Амонашвили, разноуровневое обучение, технология полного усвоения знаний, метод проектов и личностно-ориентированное развивающее обучение Якиманской. То есть здесь тоже много форм, способов реализации данной технологии. Что касается групповых технологий, то главными особенностями организации групповой технологии, групповой работы учащихся на уроке является следующее. Класс на данном этапе работы делится на группы для решения конкретных учебных задач. Каждая группа получает определенные задания, либо одинаковое, либо дифференцированное, и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера или учителя. Задания в группе выполняются таким образом, что учитель позволяет оценивать индивидуальный вклад каждого ученика. При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому учащемуся, как со стороны учителя, так и со стороны товарищей. Очень важно в групповой работе перед работой, ведь мы говорим про начальную школу, обязательно проговорить основные правила работы в группе, что мы должны уважать друг друга, что мы должны работать на общий результат, что мы должны слышать друг друга, давать друг другу высказаться. Если один говорит, то остальные должны все-таки его послушать, да, и либо согласиться, либо культурно, вежливо возразить ему, предложив свои аргументы. И все-таки проговаривать в начальной школе эти правила нужно из раза в раз, пока они не приживутся и не станут для учеников своими. Далее, конечно, мы должны все-таки наблюдать, чтобы группы были разные на разных уроках, потому что бывает, что организуется особый костяк, особая группа. Это все тоже зависит от того, насколько часто учитель пересаживает детей, но все-таки дети очень привыкают друг к другу,
И в этой группе находится обычно человек, который больше остальных говорит, остальные остаются в тени. Хорошо, если лидер все-таки будет меняться, если каждый ученик все-таки попробует себя выступающим, попробует себя лидером этой группочки, пусть да, не лидером класса, но лидером группы, и примерить на себя эти организаторские способности. То есть здесь тоже дети должны уметь договориться, кто будет выступать, кто будет направлять, допустим, кто будет регулировать отношения внутри этой группы. Данная технология часто применяется, но работает она при учете всех нюансов этой технологии. То есть только тогда она дает очень хорошие результаты. Потому что если вы сами работали, допустим, на педагогических каких-то организациях в коллективе, вы замечали, что в группе очень легко остаться в тени, а это, конечно, в наши цели не входит. Все вышеизложенные приемы, новые технологии, применяемые на уроках и во внеурочное время, дают возможность обучающимся работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребенка желание учиться. Вы можете задать вопросы, если есть необходимость раскрыть плоскость какой-то технологии еще больше или какой-то вопрос, который был затронут раньше. Можете написать, и мы с вами эти вопросы обязательно обсудим. Угу. Так. Если же вопросов нет, то мне хотелось бы в завершении нашего вебинара обратиться к цитате. Это цитата Всеволода Троицкого. Звучит она так: «Все уроки как люди, похожие и разные. Если к ним приглядеться с различных сторон, ведь бывают уроки как радостный праздник, а бывают они как мучительный сон». И вот мне бы очень хотелось пожелать, чтобы все ваши уроки были подобны праздникам и способствовали личностному развитию каждого ребенка, чтобы творческий посыл именно исходил от учителя, а дальше подкреплялся, конечно, творческим вдохновением учеников. Если вопросов нет, то на этом мы закончим наш вебинар. Я надеюсь, что все-таки информация оказалась вам полезной. Где-то, возможно, вас вдохновила на включение какой-то технологии в свою деятельность. Я желаю вам педагогических успехов и благодарю вас за внимание. Вот. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. До свидания.